конечно. Олег Анатольевич, поздравляю вас с победой. Поделитесь впечатлениями по этому матчу. Ну, впечатление такое двоякое, потому что, во-первых, цельная игра была за некоторым таким, что давно у нас не было вот именно. И доволен физическим состоянием игроков, учитывая все-таки, что действительно очень тяжелые нагрузки для них. Второй матч подряд отсутствует Краснов. Легкое повреждение легкое у Краснова, у Юрьева. И сейчас еще у нас выскочила Шубович. Легкие повреждения на тренировках от ударов. Поэтому рисковать здоровьем не будем на товарищеских матчах. Мы вас не успели спросить по поводу прошлого матча. Сравните, может, эту игру и прошлую. Это две разные игры совсем, потому что прошлую игру мы делали. У нас как раз была восстановительная тренировка накануне, и она более тяжелая была именно по игре. Эта тренировка уже более, скажем, ребята уже немного восстановились, довосстановились. У нас был предигровой полноценный день, потому что по сравнению с предыдущим мы ехали с колес. Возвращались тихенечко сразу сюда на игру. Поэтому эта игра более легкая получилась в плане, наверное, отдохнули немного больше игроки с дороги. Удалось ли и в прошлом, и в этих матчах справиться с проблемой? Можно считать самоотдачей. Вы раньше сетовали о том, что команда где-то переставала играть, уверенно ведя по счету. Это нормальная ситуация в любой игре, потому что очень сложно удержать концентрацию внимания 90 минут. И ясно, если игрокам говорить, что все хорошо, то в следующей игре ты получишь там 80 минут, 70, 60 и закончишь 10 минутами самоотдачи, остальное это будет 80 минут, скажем, такого дворового футбола. А если, наоборот, поднимать, требовать от них, то даже если они удерживают 20 минут, следующая игра это уже будет 30 минут, 40, 50, 60 и так далее. То есть это просто больше, наверное, такой педагогический прием, чтобы стимулировать игроков к постоянной самоотдаче, учитывая, что я им всегда говорю, что Крумкачи особая команда, которая играет для болельщиков, особенно в эти времена, которые сейчас. Поделитесь в целом по ходу этой предсезонки игрой наших голкиперов. Вы часто используете обоих голкиперов по ходу матча. Троих, обоих в матче. Довольно стабильно, довольно неплохо выглядят. И причем все трое, благодаря работе тренера вратарей Эдуарда Анатольевича Тучинского, все прибавляют. Единственное, что мы пытаемся распределить равномерное время, чтобы они равномерно играли игровое время. Поэтому некоторые матчи они играют по 30 минут. Но я больше сторонник, чтобы они играли либо по игре, либо по тайму. Вернулись к тому, что они будут играть по тайму. В прошлую игру играло сочетание, по-моему, Ковалев-Санько. Колтыгин-Санько. В этой уже играл Колтыгин-Ковалев. Следующее следует ожидать, наверное, Ковалев-Санько. А что скажете по поводу игры нашего третьего номера Сидора? Второй матч подряд он отличается. Расчет ли на это, что это будет такой, знаете, результативный защитник, или это чисто случайность? Довольно, скажем так, хороший игрок, который может стать в перспективе. Очень хорошим игроком. Быстрый. Единственное, что, может быть, ему не достает, еще уверенности игры вперед. Пытаемся, бьемся. Но этот гол, конечно, это фантастика, сегодня, что он забил. Подключение в контратаку через все поле и завершение. Молодец. Могу только похвалить его сейчас. Спасибо.